На днях я получил вот такое интересное письмо. Оказывается, у меня появился новый подписчик. Что я могу сказать? Жить становится лучше. Жить становится веселее. В общем, выводы вы можете сделать сами. Поступило предложение сделать довольно странный нож необычной формы. Мне показалось это интересно. Первый вариант этого ножа я благополучно сломал, вернее, проточил насквозь. Поэтому второй вариант я решил заснять на видео. И этот процесс мы сегодня с вами увидим. Итак, начинаем ковку. В принципе, все как обычно. Единственная сложность заключается в том, что кругляк, который я использую, всего лишь 30 миллиметров в диаметре. Поэтому придется приложить некоторые силы, чтобы растянуть его в ширину до 70-80 миллиметров. Ну, в общем, получилась вот такая довольно широкая лопата. Очень удобно такие широкие парковки равнять на прессе. Теперь переходим к закалке и отпуску. Ну а дальше самый кошмар — это слесарная обработка, которая на кухонных ножах, к сожалению, занимает довольно много времени. Как показывает практика, 2/3 паковки уходит в стружку.
Так, прорезаем дол. Надеюсь, в этот раз у меня все получится. Главное не спешить. Ну, операция прошла успешно. В этот раз я не прорезал его насквозь, так что можно переходить к изготовлению рукояти.
Из упаковки в 430 грамм нож получился вместе с ручкой 240 грамм. Не то чтобы он очень тяжелый, но ощущение как от небольшого топора. Ты как-то там мотор, хлопушка. Уже записано. Добрый день, уважаемые любители остренького. Ну что? Вот на мой бы вкус, опять же, это от роста зависит. Вот мне, вот я бы вот так бы сделал лезвие. Нет, здесь вот дизайн нужен вот таким А кирпичом. вот таким кирпичом он неудобно резать. Мне с моим ростом. Ну это понятно. Вот для я не знаю. Вот он мне мешает. Вот этот конец мне мешает. То есть он вот так вот должен быть. Вот. Ну, дизайном не поспоришь. Но режет он, конечно, идеально. Тут вообще вопросов нет. Он даже что-то режет еще. Неудобно. Вот эта часть, вот если бы вот он, вот, Ну, нужен был человеку кирпич. нет, это, Главное, как он режет. нет, это хозяин-барин, режет он идеально. Я бы обычный классический европейский шеф. Вот он удобнее всего, и ничего не придумали лучше. Вот. Режет он отлично, просто великолепно. Но вот из-за того, что вот из-за... Короче, Игорь — это единственный человек, которому конец мешает. А теперь языки. А большим, ну, в смысле маленьким, Вот этим? да. А как уже нету картошки? Этот еще лучше отваливает. Ну, за счет этого, толщины. За счет толщины. Ну что? Есть подлив присос. С той стороны, Да. где рука? Ну, плоскость там такая, Ну, не, присосался. не совсем линзовидная. Вот он просто застрял. Резать. Ну, лучше. А вот это лучше, да? Да. Сильно лучше. Толще, ну. Слушай, ну дизайнер, конечно, у тебя много ножа. Да. Наверное, 2 художественных образования, университет учился. Только сырые, как лопаточки, не собирали. Ну, своеобразный ножик на любителя, скажем так. Но он неплох. Ну, в общем, пришли к выводу, что действительно надо изменить форму клинка, потому что резать не очень удобно. Нож получился действительно многострадальный. На готовом клинке менять спуски — то еще занятие, но искусство требует жертв. Вот такой получился довольно интересный нож. Первый вариант тоже не пропал даром. Получился довольно интересный ножик. Сейчас я их попробую у себя на кухне. Посмотрим, как режут.
Для меня, конечно, маленький нож удобнее. Для меня ножи на кухне больше 16-17 сантиметров кажутся неудобными. Таким большим ножом мне тяжеловато работать все-таки. Есть ощущение, что одно неловкое движение, ты останешься не только без пальцев, но еще и без рук. В целом получился довольно интересный нож на любителя.